Это Немanja Vukčević, научный сотрудник Института сербской культуры. Тема «Последняя трансформация Сербии как историческая необходимость». Уважаемые коллеги, сегодня Сербия находится в одной из тех исторических точек, когда трансформация перестает быть вопросом политического выбора или запоздалого стратегического планирования, она становится исторической необходимостью. Когда общество переживает глубокий структурный кризис, когда одновременно теряется демографическая основа, размывается экономический суверенитет, а институты теряют функциональность и легитимность, в этот момент речь идет уже не о том, хотим ли мы меняться, а о том, сможем ли вообще выжить как организованное сообщество. Мое сегодняшнее выступление посвящено именно этому вопросу. Я остановлюсь на 5 ключевых пунктах, которые очерчивают рамки этой исторической необходимости. Демографические процессы, институциональный кризис, эрозия суверенитета и появление параинституциональных акторов, потеря экономической автономии, геополитическое положение Сербии. После этого я вернусь к главному вопросу. Что означает последняя трансформация Сербии, как и озаглавлено в мое выступление? Начнем с демографии, экзистенционального фундамента любого общества. К 2050 году население Сербии сократится примерно на 2 миллиона человек. Каждый год страну официально покидают около 27 тысяч человек, а неофициально до 60 тысяч, в основном молодые и образованные люди. Естественная убыль населения носит постоянный характер, а средний возраст населения уже достиг 44 лет. Исследования показывают, что 3/4 молодежи до 29 лет и 2/3 студентов планируют эмиграцию, и значительная часть из них уже предпринимает конкретные шаги. Сложите эти 3 показателя: сокращение численности населения, старение, эмиграцию молодежи и студентов, и картина станет очевидной. Без людей нет ни общества, ни институтов. Именно студенты, а затем при поддержке большого числа граждан, 1 ноября прошлого года инициировали массовые протесты, чтобы получить ответы от компетентных государственных органов, ответов которых они так и не добились. И это лишь один из примеров. Отсюда естественным образом вытекает вопрос: если общество находится в кризисе, в каком состоянии находятся институты, которые должны на этот кризис отвечать? Институциональная система Сербии переживает глубокий кризис. В последние годы это стало очевидным для каждого гражданина. Несмотря на массовые протесты, сильное давление общественности и требования правды и ответственности, государственный аппарат остается медлительным, неэффективным и закрытым. Нет прозрачной информации и видимых результатов. Это не случайность, а симптом более глубокой эрозии верховенства права, ослабления институциональной автономии и исчезновения публичной ответственности. Именно в ситуациях наивысшего общественного интереса государственная система демонстрирует дисфункциональность, нерешительность и паралич. Это закономерность, а не отдельный сбой. А когда институты теряют способность применять законы и защищать общественные интересы, пустое пространство на самом деле не остается таким пустым. Когда государство перестает функционировать, в образовавшийся институциональный вакуум входят другие акторы, мафиозные структуры, неформальные сети власти и группы, берущие на себя функции, которые государство больше не выполняет. Мафия – это не внешний враг сильного государства, а продукт институциональной эрозии. Она предоставляет услуги, которые государство больше не может оказывать. Контроль над территорией, неформальное правосудие, посредничество в экономических отношениях. По мере ослабления институтов, применение закона все больше зависит не от правовой нормы, а от воли влиятельных лиц и групп интересов. Это ведет к
к политизации системы и подрыву правового государства. Результатом становится экономическая и политическая зависимость от структур, действующих вне институциональных рамок и часто вне государственных интересов. Здесь мы подходим к вопросу экономического суверенитета. С внешней стороны глобализация и транснациональные корпорации формируют порядок, в котором государствам становится все труднее контролировать потоки капитала, технологий и процессы принятия решений. Эти мегакорпорации действуют вне национальных рамок и зачастую оказываются сильнее государственных механизмов. С внутренней стороны экономика все чаще функционирует по мафиозным и коррупционным правилам внутри узких сетей политических и экономических интересов. Так возникает двойная зависимость. Внешняя от глобальных акторов и внутренняя от неформальных структур власти. В такой ситуации государство все меньше выступает как активный экономический субъект и все больше превращается в пространство, где правила диктуют другие. Когда внутренняя система ослаблена, геополитическое положение страны становится источником уязвимости. Геополитическое положение Сербии – один из ключевых и парадоксальных факторов ее исторической судьбы. Она находится на линии разделения интересов Запада и Востока. Вместо стабильности это положение часто означало, что Сербия используется как арена геополитического соперничества, а не рассматривается как равноправный субъект. Сербия не может использовать демографию и экономику как инструменты внешней политики. Она находится в положении постоянной адаптации и реакции. Внутренние институциональные слабости и демографическая эрозия лишь усиливают эту зависимость. В таком контексте геополитика – это не абстрактное понятие, а фактор, напрямую формирующий экономику, политику и самое выживание государства. Все это вместе приводит нас к заключительному вопросу. Что же на самом деле означает последняя трансформация Сербии? Трансформация – это не то же самое, что изменение, хотя она должна начинаться с изменений. История показывает, что общество в глубоком кризисе не спасают постепенные коррективы. Необходим внутренний перелом. Как человек не может изменить мир вокруг себя, но может изменить себя, так и государство не может перекроить глобальные процессы, но может изменить себя. Власть должна поменяться. Благодарю вас за внимание, и я буду искренне рад ответить на все ваши вопросы по электронной почте.